Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Выпадает девятка жезлов. Как карта месяца, это начало месяца, это середина и это окончание месяца. Карта на отношения, на работу, на финансы, на здоровье и на итог этого месяца. Будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, у нас девятка жезлов выпадает как карта, которая показывает, каким будет этот месяц. Девятка жезлов — это у нас карта очень как бы связанная и с отношениями, и с исполнением каких-то наших желаний. Причем здесь очень трудно сделать выбор, очень трудно как бы выйти из каких-то сомнений. Да? Вот, скорее всего, будут такие ситуации, которые связаны с нашими близкими людьми, когда мы не будем знать, как поступить, когда у нас будут решаться вопросы, связанные с деятельностью, с поездками какими-то, да, мы будем все время думать, надо, не надо, стоит, не стоит, хорошо или плохо, или, может быть, просто у нас не будет настроения на то, чтобы двигаться вперед, да, то есть как будто усталость какая-то накатывает. Но, в принципе, карта хорошая, есть возможность продвижения, улучшения, но, скорее всего, здесь будет 50 на 50, 50% месяца мы будем как-то раскачиваться, отдыхать, думать, да, как нам поступить, а вот половина месяца, она очень будет продуктивная, мы будем, скорее всего, вот выходить к каким-то новым целям, улучшать что-то в своей жизни, будем продвигаться, выходить, в общем, за привычные какие-то рамки. Начало месяца у нас пятерка мечей. Карта довольно-таки конфликтная, она говорит о том, что что-то нас не устраивает. Пятерка мечей, она у нас карта, связанная со взаимоотношениями. Это не только отношения в семье с партнерами, но может быть и на работе, допустим, с клиентами, с теми, с кем мы вот работаем в коллективе. И, конечно же, здесь будут постоянно какие-то возникать сложности. То хорошо, то плохо, то друзья, то враги, то помирились, то поссорились, да, в общем, кто-то может нас как бы активно критиковать и так далее. То есть, ну, довольно-таки кризисная карта, но она в то же время показывает, в какой сфере у нас проблема, да, чтобы мы знали, на что обратить внимание, где работать. Или она показывает, кто нам друг, кто враг. То есть тоже, зачем нам те люди, которые нас не любят или там, ну, активно нам мешают, да, то есть мы можем тоже сделать какие-то выводы. То есть довольно-таки сложное начало месяца. Но также пятерка мечей может говорить о том, что мы можем активно учиться, и это ее как бы хорошая положительная сторона этой карты, да, когда мы получаем новую информацию для того, чтобы вот на новый уровень выйти в профессии, да, для того, чтобы понять, как нам жить дальше, действовать, да, то есть у нас здесь очень такой активный мыслительный процесс идет, и мы вот стараемся понять, как нам по-новому жить. Что будет происходить в середине месяца? Здесь у нас восьмерка жезлов, то есть этот период уже закончился, да, сложный, и как-то вот мы все наладили, настроили, и уже по восьмерке жезлов у нас начинает все идти довольно-таки гладко, довольно-таки ладно, да, и эта карта хорошая и для отношений, это карта для того, чтобы успехи в работе были, причем мы сразу можем в нескольких направлениях действовать, то есть уже здесь нам ничто не мешает. Вот только первая часть месяца, конечно, такая вот довольно-таки сложная, а потом уже нам легче становится. Восьмерка жезлов — это у нас Меркурий в Стрельце. Это значит, что мы можем очень удачно поехать куда-то. Если, допустим, у кого-то отпуск или, может быть, это какая-то по работе поездка, да, тоже очень удачная она может быть. Мы можем новые контакты заводить, мы можем
допустим, приобретать машину, да, и уже опробовать ее куда-то в путешествие съездить. В любви тоже у нас очень хорошо все получается, со знакомствами с новыми, допустим, может быть, даже несколько у нас может быть новых знакомых, да, вот, допустим, у нас не было вообще никого, мы, допустим, в одиночестве находились, а тут сразу несколько знакомых, и мы можем с ними даже периодически там встречаться и еще думать, какой выбор сделать, да, на ком остановиться, то есть для любви тоже очень хорошо. Ну и, конечно же, карта хорошая для судов каких-то. Допустим, если вот по пятерке мечей у вас были суды какие-то, да, то по восьмерке жезлов вы уже выходите победителем. У вас все складывается так, как нужно. И вы вот как раз достигаете той цели, какой стремились. А теперь у нас окончание месяца, шестерка чаш. Очень гармоничная карта, когда мы расслаблены, когда мы набираемся сил, когда вот нас радует то, к чему мы привыкли. Это может быть и люди, это может быть и как-то просто отдых, может быть какой-то с семьей, да, может быть поездка в те места, где мы родились или где мы учились, встреча с какими-то людьми, которые нам приятны. Очень хорошая карта, шестерка чаш. Она говорит о том, что вот гармония полная наступает и в отношениях между мужчинами и женщинами, в коллективе, допустим, да. То есть вот здесь очень-очень хорошая, здесь очень хорошая возможность наладить и взаимоотношения, и вот просто отдохнуть, набраться сил. Отношения для тех, давайте сначала просто общую карту по отношениям. Пятерка чаш выпадает, то есть в отношениях, конечно, будет много сложностей, скорее всего, в этом месяце, да, и особенно будет нас притягивать прошлое, да, то, что уже произошло, особенно вот если нас кто-то обидел, и вопрос не решен, да, остался, вот как-то все это повисло в воздухе, мы постоянно возвращаемся туда мыслями и чувствами, переживаем, и вот здесь наша задача в этом месяце перестать думать о прошлом и уже заняться настоящим и будущим, да, то есть отпустить все эти обиды, решить все эти вопросы, вот это важно для раков в этом месяце. Для тех, кто в поиске партнера, восьмерка бубновая. Вот если вы это сделаете, если вы перестанете цепляться за прошлое, да, то для вас как раз вот встреча может быть очень важная. Это действительно встреча по судьбе с человеком, которого вы так долго искали. Прям очень значимая встреча будет. А для тех, у кого уже есть пара, восьмерка трефовая, карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то сложности с партнером в том плане, что вы или договориться не можете сразу, да, и вот вам нужно как-то терпеливо очень ждать, когда ваш партнер согласится на какое-то ваше предложение, или, может быть, он отказывается от чего-то такого, что важно для вас, или, может быть, какая-то непреодолимая ситуация складывается не в вашей семье, а вот вокруг вас, ну, допустим, там в городе, да, может быть, какие-то законы, которые запрещают вам там что-то сделать, вот, что необходимо, или просто какие-то препятствия. Ну, допустим, вы хотите что-то оформить, да, а у вас, ну, и от вас это не зависит, вы бы с радостью все это сделали быстро, а здесь встречаются разные препятствия в виде чиновников, да, и каких-то распоряжений, законов, и вам это все приходится обходить, вам все это приходится пережидать и так далее, да, договариваться с кем-то, может быть, вот что-то такое, может быть, ситуации, связанные не с вами лично, да, а вот с тем, что происходит вокруг вас, и это трудно как-то преодолеть. Но, в принципе, карта говорит о том, что не нужно отказываться от того, что вы хотите, потому что препятствия временные, вы просто выберете либо другой путь, либо просто подождите, когда здесь все можно будет решить. Вот. Особенно, так как у нас здесь пятерка чаш, это карта обиды на партнера, да, вот лучше вот все-таки избегать обид, потому что они вам мешают вообще строить отношения и могут, ну, как бы вызвать очень такие непростые ситуации, которые даже до развода могут довести, поэтому вот от обид лучше уходить, решать все вовремя. А для тех, кто
в ссоре. Девятка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, пока что не удастся помириться, потому что ситуация такая очень трудная, да, и либо вы стоите на своем, либо ваш партнер. И, в принципе, пока что эту ситуацию повернуть вот в другую сторону невозможно. Подождать нужно. Теперь у нас король пентаклей. Это карта для карьеры, для работы. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что у вас будут какие-то подвижки очень хорошие, либо будет одобрение со стороны начальства, чего-то очень важного для вас. Может быть, какое-то предложение, да, может быть, прибавка в зарплате или работа, которую вы давно ждали, которая вот вам и статус обещает, и деньги. Так, теперь посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Восьмерка червовая. Карта говорит о том, что, скорее всего, половину месяца вы не сможете найти вот ту работу, которая вам нужна. А здесь, скорее всего, во второй половине месяца уже все это осуществится. Кроме того, карта говорит о том, что очень многое зависит от вашей репутации и от того, вот, опыта, который у вас есть. То есть вот именно об этом говорите в резюме, да, при встречах. То есть вот это вот ваш козырь. То есть нужно обязательно показывать все самое такое лучшее, что у вас есть, что вас отличает от других людей. И если вы в какой-то творческой профессии или там работа с детьми, может быть, это какие-то помогающие профессии, то вот как раз по этой карте очень хорошо даже получается найти работу. Теперь те, кто уже имеют работу, шестерка червовая. Карта говорит о том, что у вас перемены к лучшему. Вот эта карта очень хорошо для вас здесь проигрывается, да, король пентаклей. И у вас улучшения какие-то очень значимые, какой-то новый поворот в жизни. И если, допустим, вы долгое время не могли как-то продвинуться на должность или не могли улучшить зарплату или еще какой-то вопрос в деятельности решить, то у вас здесь вот изменения. Может быть, руководство поменяется и вас начинают продвигать. Или вы сами, допустим, назначаетесь на что-то, на какую-то новую должность. В общем, какие-то могут быть перемены очень важные для вас, которые на ваше будущее прям вот, ну, как бы напрямую влияют и какую-то хорошую очень репутацию для вас создают на будущее. Для тех, у кого свое дело, девятка червовая. Опять же, здесь, скорее всего, либо новый партнер у вас появляется, либо вы какое-то новое направление открываете, которое вот больше соответствует тому, что происходит в мире, да. То есть здесь вы стараетесь создать для себя какую-то стабильность, и для этого вам нужно поменять вот то, что вы раньше делали, оно, возможно, уже не работает, либо к нему нужно добавлять еще какую-то новую тему, да, для того, чтобы вы здесь уже хорошо зарабатывали. Может быть, новые люди будут наняты в это время, новый партнер придет, или еще какие-то перемены очень важные. Особенно это связано с обучением, это связано с новыми, может быть, в общем, сетью какой-то сбыта, да, если вы, допустим, работаете с клиентами, если вы работаете с услугами, может быть, вот здесь нужно будет увеличивать как-то клиентов количество. И также это связано еще и с территориями, да, может быть, это новые территории тоже нужно включать, вот, чтобы ваша деятельность охватывала новые территории. Финансы. Для финансов выпадает у нас семерка жезлов. Карта говорит о том, что в финансах, в принципе, будет улучшение, но здесь, скорее всего, от коллектива зависит работа, вернее, от коллектива зависят ваши финансы, потому что семерка жезлов, она хоть и карта индивидуальности, да, но все равно, когда мы проявляем себя вот именно в коллективе, какая-то у нас есть общая задача, общая цель, общая работа, и вот от этого общего и будет зависеть ваша финансовая ситуация в этом месяце. Для тех, кто на зарплате, валет трефовый,
но здесь, может быть, придется даже побороться за свою зарплату, да, может быть, придется слово за себя сказать, или, может быть, много работы очень будет для того, чтобы вы много заработали, придется много работать, может быть, даже и слишком много, да, устанете. Для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка пиковая, вот тоже карта говорит о том, что напрямую ваши деньги зависят от того количества клиентов, с которыми вы общаетесь. То есть как бы сеть вам надо какую-то организовывать, расширять, может быть, через интернет продавать, как-то там настраивать, да, может быть, это интернет-магазин или еще что-то в этом роде, либо это реклама через интернет различная. Вот от этого будет зависеть ваша прибыль. А также карта говорит о том, что чем шире вот аудитория, которая знает о вас, вот, тем больше денег. То есть вам в любом случае здесь нужно менять вот этот подход в финансах для того, чтобы все как бы здесь увеличивалось, росло, да. А теперь здоровье. Выпадает карта сила, а это значит, что у вас просто замечательное время, раки, в этом месяце для того, чтобы набираться здоровья. Эта карта и показывает здоровье, очень много энергии такой жизненной, да, когда мы готовы горы свернуть, если даже у кого-то болезнь была, то это карта исцеления, выздоровления. А теперь, кстати, вот очень важно солнце, да, то есть нужно бывать на солнце, в выходные нужно выбираться на природу, это вот тоже очень хорошо будет способствовать здоровью. Для окончания месяца у нас выпала карта рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что вы будете стараться в этом месяце успеть все и сразу, и вам это удастся. И, в принципе, будете довольны тем, что получилось, потому что, скорее всего, и в работе, и в отношениях будут улучшения, благодаря вот тому, что вы старались, вкладывались, тратили свои силы и так далее. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!